Улыбка на 124 миллиона долларов, шутили журналисты, когда в 2008 году Александр Овечкин подписал с Вашингтон Capitals первый контракт в истории НХЛ, превышающий 100 миллионов долларов. За этим громким контрактом, по словам Овечкина, имя крутого юриста Дмитрия Дубограева. Home of the brave, land of the free. Дмитрий, теперь бизнесмен с юридическим образованием, приехал в Соединенные Штаты в 1989 году по программе студенческого обмена. Он 7 лет проработал на такие крупные юридические фирмы, как Philip Morris, Food Lion и Lukoil. 11 сентября 2001 года жизнь Дмитрия изменилась. Так получилось, что я был в самолете 11 сентября, подлетал к Нью-Йорку. Ну и какие-то, скажем, моральные, может быть, там толчки произошли, и я в понедельник, когда вернулся, значит, наш самолет был один из первых, который приземлился после террористического акта. Ну, в понедельник я подал заявление об уходе. В октябре 2001 года Дмитрий создал юридическую фирму с русским акцентом Femida.us. Теперь в его компании работают 12 человек. Они помогают иммигрантам в США открыть свой бизнес и обеспечивают юридическую защиту новым компаниям. Русский человек, он понимает, как зарабатывать деньги, но он очень плохо понимает, как защищать себя и как защищаться. Игнорирование закона, контрактов и все остальное – это подписание контракта в бане. Это самая большая, скажем так, ахиллесова пята русского человека. Иммигрантам такая помощь нужна как никому другому. В последнее время, говорит Дмитрий, больше людей стало переезжать из России и Украины в США. Непредсказуемость экономической системы России ударяет по стабильности многих бизнесменов, и в поисках запасного аэродрома они открывают бизнес за рубежом. Иммигранты с постсоветского пространства в основном проявляют интерес к высокотехнологичным интернет-проектам. Однако есть и те, кто занимается экспортом, к примеру, алкогольных напитков или чая. Отношение российского правительства к бизнесу, оно непонятно. С одной стороны, они говорят, что люди уезжают, с другой стороны, в практических законах, применении и всем остальном нет ни одного шага, который бы реально повлиял бы на развитие бизнеса внутри России. Дмитрий Дубограев, любитель хоккея, говорит, что от удачно заключенной сделки он получает столько же адреналина, сколько от удачной игры на льду. И по его словам, новое поколение иммигрантов – максималисты. Их интересует не только доход, но и высота поставленной цели. Ануша Витисян, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон.